Продолжается формирование Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса. Возрастает и потребность в электроэнергии. На базе Нерюнгринского угля у поселка Серебряный Бор растет новая ГРЭС. Ее будущая мощность 630 миллионов киловатт. Некоторые объекты электростанции уже готовы к сдаче в эксплуатацию, на других продолжается монтаж. В долине реки Алонгра строится водохранилище. Для электростанций потребуется много воды. Рядом запланирован рыбозавод. В первую очередь Нерюнгринская ГРЭС вступит в эксплуатацию в 11-й пятилетке. После пуска первой очереди прошло много времени, еще целых 5 пятилеток. Так что и Союз распался, и люди перестали измерять будущее пятилетками. Поэтому о прошлом, настоящем и немножко о будущем своей станции они будут говорить просто, без пафоса и без особых систем летоисчисления. И сделают это, несомненно, лучше любых, даже советских дикторов. Необходимость в строительстве Нерюнгринской ГРЭС вызвана. Это первое – теплоснабжение города Нерюнгри и поселков, и поставка электроэнергии как для угольного комплекса Южно-Якутского, так и предприятиям Алдана. А дальнейшее развитие Нерюнгринской ГРЭС было связано с развитием электрификации Забайкальской железной дороги и поставки электроэнергии на Дальний Восток. Предпосылками для проектирования Нерюнгринской ГРЭС послужили постановления Совета министров СССР от 1975 года о строительстве комплекса энергетического в Южной Якутии. Проект разрабатывался Новосибирским отделением «Теплоэнергопроект». Он был выполнен в 1978 году. Проект получился удачный, оборудование работает надежно. Реконструкции, которые производились в процессе эксплуатации, были незначительными. И, как показала жизнь, станция работает надежно. При пуске первого энергоблока от электроцеха участвовал я, Уткин Слава, Володя Карпов. Упустили мы его, по-моему, даже еще раньше срока, запланировано там. А трудности, конечно, были. Ну, а как без трудностей? Мы их преодолевали по мере поступления. Почти 25 лет уже прошло с тех пор, и хотелось бы, чтобы она еще работала и работала, чтобы люди приходили на работу, чтобы в городе и в поселке было тепло и светло. Люди нас тогда будут вспоминать. Наша станция спроектирована на линзе вечной мерзлоты. Это впервые такая станция крупная построена на вечной мерзлоте. Оборудование для станции выбиралось соответствующим образом. Генераторы и турбины, в общем-то, серийные. А единственное, что котел спроектирован именно под наш Нерюнгринский уголь. 25 лет эксплуатации показывают, что станция у нас работает надежно, оборудование надежное, но приходит время, уже требуется реконструкция в связи с ужесточением требований на оптовый рынок. За моей спиной одна из лучших станций Дальнего Востока. Вот уже 25 лет она снабжает теплом и электроэнергией и снабжает прекрасно своих потребителей. А все начиналось в июле 1974-го, когда над этими местами, девственной природой, кружился вертолет, в котором находилась комиссия по выбору площадки строительства Нерюнгринской ГРЭС. Затем, декабрь 1978-го, первый поезд в Беркоките, началось формирование трудовых коллективов. И несмотря на сложности, в ночь с 13 на 14 декабря 1983 года первый блок был в сети. А сложности были. Помню, 1982 год. Вдруг дала течь плотина. Пришлось открывать шандоры, ремонтировать ее. Июль 1983 года. Авария на трубе. И все-таки мы это сделали. Первым директором Нерюнгринской ГРЭС был Букин Дмитрий Владимирович. Именно им была выбрана площадка для строительства Нерюнгринской ГРЭС. При нем были пущены первый и второй блоки. На смену ему пришел Бабков Виктор Иванович. В течение 2 лет он занимался строительством жилья, и при нем был пущен
Третий блок. Третий директор станции Крылов Александр Валентинович. Его отличало стремление создать как можно больше благ для работников станции. При нем Нерюнгринская ГРЭС вышла на проектную мощность. Чубков Валерий Михайлович пришел на Нерюнгринскую ГРЭС с Чульманской. В душе он настоящий профессионал, технарь. При нем активно работает группа рационализаторов. Более 300 предложений рационализаторских вводилось в действие на Нерюнгринской ГРЭС. Самый молодой директор станции – это Тарасов Олег Владимирович. Он из династии энергетиков. Пришел на станцию в самое трудное время, когда в стране наступил дефолт. Несмотря на это, ему удалось вытащить энергетиков из этой сложной ситуации. В 1979 году, когда мы с мужем закончили Ивановский энергоинститут, проблемы выбора места работы у нас не существовало. О строительстве Южно-Якутского угольного комплекса, и в том числе и строительство Нерюнгринской ГРЭС, мы знали не понаслышке. О нашей стройке люди узнавали из разных источников. Это и газетные статьи, и телевизионные передачи, и рассказы людей, которые ездили в командировки на заводы поставщиков и в проектные институты. Пока шло строительство, весть о новой электростанции разносилась по всей стране. К тому времени, когда стал формироваться коллектив эксплуатационников, приходило много писем от желающих работать на нашей станции. Это были не случайные люди в энергетике, специалисты высокого класса, из которых и сформировался коллектив Нерюнгринской ГРЭС. Многие работают на станции до сих пор. Это и Костенко, Богдановы, Королева, Кардаш, Цыганенко, Черемных, Левина, Крамаренко. Так постепенно, еще на этапе строительства станции, подбирался и складывался большой коллектив энергетиков. О том, каким он получился, мы еще узнаем. А пока поговорим о самой Нерюнгринской ГРЭС, о том, из чего, как, на каком оборудовании и в каких таких цехах делается ее главный продукт – энергия. Когда мы говорим о структуре станции, прежде всего имеем в виду наши основные цеха, такие как электрический цех, котло-турбинный цех, химический цех, топливно-транспортный цех. В отличие от других станций, наша станция Нерюнгринская ГРЭС не только вырабатывает тепловую и электрическую энергию, но она и доводит тепловую энергию по нашим тепловым сетям до конечного потребителя. Этим занимается эксплуатационный персонал районных тепловых сетей. Топливо, которое мы используем на Нерюнгринской ГРЭС, это уголь. Мы его завозим железнодорожным транспортом, который эксплуатирует работники железнодорожного цеха. Для хозяйственных нужд, а также для доставки нашего персонала на станцию туда и обратно, есть у нас свой автопарк в составе автотранспортного цеха. Невозможно представить нашу станцию без материально-технического снабжения, без подготовки и проведения ремонтов, которым занимается ОППР. Ну, конечно, и другие подразделения, такие как отдел кадров, бухгалтерия, планово-экономический отдел, участок ТАИ, ремонтостроительный цех, участок грузоподъемных механизмов. Слаженная и дружная работа всех этих подразделений, соответственно, и дает нам безаварийную и надежную работу нашей станции. Технологический цикл производства электрической энергии на Нерюнгринской ГРЭС в принципе не отличается от технологических циклов на других тепловых электростанциях и представляет собой цепочку взаимосвязанных технологических процессов, таких как топливный тракт, система пылеприготовления, газовоздушный тракт, система золо-шлакоудаления, электрическая часть, теплофикационная установка, система подготовки химобессоленной воды. И вот от всех этих процессов в итоге получается электрическая энергия. Условия производства работ на электрической станции так же опасны, как опасен сам процесс производства электрической энергии. Но при условии соблюдения всех норм и правил, желанию персонала работать безопасно, постоянном контроле, работа становится безопасной.
Самые искренние слова благодарности за достижение таких результатов хочется сказать всему оперативному персоналу станции, начальникам цехов и подразделений, мастерам, всем инженерно-техническим работникам, исполняющим обязанности ответственных дежурных по охране труда, общественным уполномоченным по охране труда, а также всем должностным лицам, обеспечивающим техническое и административное сопровождение деятельности нашей станции. В машинном отделении Нюрнгринской ГРЭС вот уже четверть века не бывает тишины, потому что здесь круглые сутки идет работа. Это работают турбоагрегаты и турбогенераторы энергоблоков Нюрнгринской ГРЭС. Работают слаженно и безотказно. Мы относимся к ним с вниманием и заботой. Они, в свою очередь, отвечают нам хорошей работой. И вот уже 25 лет они безотказно выдают тепловую и электрическую энергию. И сегодня мы уверены, что эти машины с гарантией проработают еще не менее 25 лет. Ведь только для них, ради них, этих турбин и была построена Нюрнгринская ГРЭС, главной задачей которой было обогреть и осветить наш регион. И не зря ее называют энергетическое сердце Южной Якутии. И она с честью оправдывает свое название. Ни в коем случае не будем преуменьшать значение громадин турбин и прочего высокотехнологичного оборудования станции. В конце концов, все эти сложные механизмы – прекрасный повод рассказать о тех людях, которые неплохо умеют с ними ладить. На станции работает 1435 высококвалифицированных специалистов. Из них 20% составляют руководители, специалисты и служащие. 80% – рабочий персонал. Основной контингент работников – это мужчины, которые составляют 58%. И, соответственно, 42% – это женщины. Средний возраст персонала Нюрнгринской ГРЭС довольно-таки молодой и составляет 42 года. Энергетики – это удивительный народ. Никогда не останавливаются на достигнутом. Постоянно повышают свой образовательный уровень. Более 50% персонала имеют высшее и среднее профессиональное образование. Коллектив Нюрнгринской ГРЭС – это многонациональный народ. Более 20 национальностей с большим энтузиазмом и оптимизмом трудятся на благо нашего общего дела. Самые достойные и востребованные профессии – это профессии энергетиков. Машинисты энергоблоков и машинисты обходчиков по котельному оборудованию, машинисты обходчики по турбине и слесари по обслуживанию оборудования электростанций, котлочисты и старшие машинисты и многие-многие другие профессии, безусловно, занимают главное место на Нюрнгринской ГРЭС. Сегодняшние трудовые достижения энергетиков нашей станции и тех, кто работал 10-15 лет назад, отмечены высокими отраслевыми и государственными наградами, что, конечно же, свидетельствует о высоком признании труда энергетиков. Этих людей помнят, с них берут пример и в дальнейшем их трудом будут гордиться. Это заслуженные работники ЕС России, заместитель главного инженера по ремонту Гончаров Игорь Юрьевич, начальник района тепловых сетей Куликов Евгений Леонидович, начальник смены котлотурбинного цеха Афанасий Алексей Анатольевич. Звание «Почетный энергетик» присвоено нашему директору Тарасову Олегу Владимировичу, начальнику электроцеха Богданову Виктору Владимировичу, начальнику службы охраны труда Стрелкиной Людмиле Викторовне, начальнику цеха тепловой автоматики и измерений Богомолову Александру Алексеевичу. Звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено Кокареву Виталию Александровичу, старшему машинисту котлотурбинного цеха, одному из лучших рационализаторов станции, спортсмену. И очень приятно, что в годовщину празднования 25-летия Нюрнгринской ГРЭС почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» получает работник нашего цеха, недавно ушедшая на заслуженный отдых, инженер-технолог Корнилова Антонина Ивановна, стаж которой в энергетике насчитывает 37 лет. Я хотел бы сказать о наших ветеранах, о людях, которые начинали работать на строительстве этой станции и продолжают трудиться на ней по сегодняшний день. Это люди, которые несут нам свой опыт, те знания, которые не найдешь ни в одном учебнике. Зачастую бывают такие ситуации, когда книжные знания именно не помогают, необходимо опыт, смекалка. Вот. Большое спасибо этим людям
которые отпахали на этой станции 25 лет. Тут многим нашим работникам столько еще нету, может быть. 25 лет НГРЭС уже исполнилось. Ехали мы сюда на несколько лет, а получилось, что мы 25 лет уже здесь работаем, образовались уже династии, последователи молодые наши появились, хорошие, крепкие, умные парни, которые заменят нас вскоре. Энергетика – это отрасль очень серьезная, и династии – это очень хорошо, когда есть у нас династии на станции, а их очень много у нас, династий на НГРЭС. И хотелось бы, чтобы их было побольше. Есть пока ребята, которые могут передать опыт молодым ребятам. И я желаю, чтобы династии развивались, продолжались, чтобы дети, внуки наши продолжали энергетику. Энергетика вечна. Вечная энергетика зависит от таких недолговечных факторов, как топливо, механизмы, кадры. Так что если обеспечить вечную, всестороннюю, профсоюзную заботу о последних, то есть о сотрудниках, можно внести ощутимый вклад в развитие энергетики Южной Якутии. Знаю всех председателей профсоюзных комитетов, их было 7 человек. И традиции, которые заложены были Парфеновым Геннадием Арсеньевичем, сохраняются и до сейчас на Нерюнгринской ГРЭС. Соблюдение колдоговора и социального партнерства сохраняются сейчас. Были, конечно, и тяжелые времена. Это забастовки, голодовки. Но, слава Господи, это все прошло. Главные цели профсоюза – это улучшение условий труда, сохранение льгот и гарантий, особенно для нашего зала, который находится в районе Крайнего Севера. Большое внимание руководства станции во главе с Олегом Владимировичем Тарасовым и правкомом уделяет отдыху и лечению энергетиков. Наши энергетики каждый год ездят отдыхать и лечиться практически во все здравницы России. А вот с принятием нового коллективного договора энергетики получили немало дополнительных льгот и гарантий. Теперь всем работникам производится 50% скидка за электро- и теплоэнергию. При уходе в отпуск каждый работник получает материальную помощь на лечение. А кроме оплаты проезда в отпуск работникам и их детям предусмотрена оплата проезда на лечение 1 раз в год. Большое внимание уделяет наше руководство молодым семьям. Выделяется беспроцентная ссуда на покупку жилья. Увеличен размер выплаты при вступлении в брак первый раз и при рождении ребенка. Нерюнгринская ГРЭС – это молодая станция. В ней работает очень много молодых ребят, которые к нам приходят с вузов, с училищ. Для их не более лучшей адаптации на производстве мы организовали молодежную организацию ТОК, задачами которой является раскрытие талантов ребят, их возможностей, показать им дальнейшую перспективу, чтобы их могли увидеть наши руководители, кто к нам приходит. Мы организовываем для этого конкурсы профессионального мастерства. Также мы работаем с городом и Серебряным Бором. Помогаем разным дошкольным и детским учреждениям в решении различных вопросов социального характера. Конечно, у нас многие, может быть, вопросы не быстро решаются, что-то может быть не так, но мы всегда стараемся развиваться и делать дальнейшую нашу программу более успешной. Хорошие и добрые традиции сложились в коллективе энергетиков за годы работы станции. Много внимания уделяется коллективному отдыху, спорту, развитию, поддержанию творчества не только работников, но и их детей. Подшеф на работе. Не забываем мы и ветеранов Великой Отечественной войны, тыла, ветеранов станции. Ежегодно проводятся встречи выпускников школ с директором Нерюнгринской ГРЭС. А День Нептуна, который энергетики поначалу провели для себя, уже получил статус городского праздника и радует всех нерюнгринцев. Много проводится семейных мероприятий. Это соревнования «Мама, папа, я спортивная семья», соревнования отцов, фестиваль «Семья года». И очень приятно отметить, что молодежь, которая приходит работать на станцию, поддерживает сложившиеся традиции, с удовольствием участвует во всех культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
Наша Нерюнгринская ГРЭС работает в круглосуточном режиме. Мы, работники столовой, стараемся, чтобы наши работники ГРЭСа питались вкусно. Пища должна быть здоровой и полезной. У нас очень хороший ассортимент. Продукты мы получаем все свежие, небольшими привозами, но часто. Стараемся, чтобы люди приходили, отдыхали, общались с нами. Есть еще одна особая тема для коллектива Нерюнгринской ГРЭС, о которой рассказать в двух словах невозможно. Это спорт. Зимний и летний, профессиональный и любительский, детский и взрослый. В общем, пока кто-то занимается пропагандой здорового образа жизни, сотрудники станции, а также их подопечные, этот самый здоровый образ жизни ведут. Значение и важность таких социальных категорий, как здоровье, активный образ жизни людей, особенно подрастающего поколения, трудно переоценить. Кратчайший путь к этому – занятие спортом. Для реализации таких социальных задач в 2003 году по инициативе директора НГРЭС Олега Владимировича Тарасова было создано некоммерческое объединение «Благотворительный фонд «Доброта». Его сфера деятельности весьма обширна и направлена на развитие спорта, пропаганды здорового образа жизни. Средства фонда формируются из добровольных пожертвований энергетиков, а также предприятий, организаций и предпринимателей района. За 5 лет фондом «Доброта» была оказана спонсорская помощь на сумму 23 миллиона рублей. Приоритетным для фонда является развитие детского спорта, так как это увлечение, здоровье и, возможно, будущая профессия. Кроме профессиональной деятельности, управлением предприятия большое внимание уделяется спортивным мероприятиям. На сегодняшний день жизнь ГРЭС проходит под девизом «За здоровый образ жизни». Традиционным для Нерюнгринской ГРЭС стало проведение на территории предприятия легкоатлетической эстафеты перед празднованием Дня Победы среди цехов и подразделений Нерюнгринской ГРЭС. Хотелось бы отметить, что с каждым годом количество участников увеличивается. Также ежемесячно в рамках спартакиады Нерюнгринской ГРЭС проводятся соревнования среди работников цехов в таких видах спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, теннис, плавание, лыжные гонки, легкая атлетика. Благодаря именно такой деятельности команда спортсменов Нерюнгринской ГРЭС заняла первое место на первой летней спартакиаде энергетиков Дальневосточной генерирующей компании. Жизнь на ГРЭСе кипит. Мы умеем и соревноваться, и трудиться, и добиваться высоких результатов как в профессиональной деятельности, так и в спорте. В 1977 году большой любитель хоккея и директор Нерюнгринской ГРЭС Букин организовал хоккейный клуб. Сейчас нашему клубу 30 лет. У нас расширилась база, появился искусственный лед. Теперь мы можем принимать гостей не только с нашей республики и нашего города, но также на нашем льду проходят соревнования всероссийского масштаба. У нас занимаются дети от 4 лет. Также существует у нас команда ветеранов. Сейчас в клубе в нашем занимается более 200 детей. У нас появилась недавно женская хоккейная команда. Тренерский состав 6 человек. И из них у нас есть один заслуженный тренер Республики Саха. Это Литвинцев Александр Владимирович. Одни из значительных достижений нашего клуба по праву можно считать чемпионство наших ребят 94-го года рождения в прошлом году в городе Москве в финальных соревнованиях на приз клуба «Золотая шайба». В этом же году ребята чуть помладше на год смогли повторить это достижение и стать первыми на финале «Золотой шайбы» в городе Казани. Ну и под стать им наши девушки. В прошлом году они были чемпионами Всероссийской спартакиады. Представляли Дальневосточный федеральный округ. А в этом году немножко не задалось, и поэтому стали вторыми на золотой шайбе, первой золотой шайбе всероссийской, которая проводится среди девушек. Но также взрослая наша команда неоднократно становилась чемпионами республики. Ну и младшим нашим самым, я думаю, есть к чему стремиться. 25 лет славного пути нашего коллектива, нашего филиала, вписаны в историю развития Южно-Якутского комплекса. Можно сказать так, без нас тут ничего бы не стояло, не крутилось, не добывалось. Я благодарю всех вас, дорогие ветераны, сотрудники нашего предприятия, за ваш беззаветный труд. У нас
хорошие перспективы, у нас нормальное будущее. Закончилась стагнация, развитие нашего государства, серьезные перспективы развития страны, республики, Южной Якутии. Мы, безусловно, будем расширяться. Это уже не просто на бумаге, это серьезные проработки. У нас прекрасная молодежь. За последние годы мы сколотили очень серьезную молодежную команду в основных цехах, в отделах, в подразделениях. Нам есть кому передать то, что мы сохранили, развиваем. Я уверен, что через 25 лет, когда мы соберемся на 50-летний юбилей, станция наша также будет лучшей на Дальнем Востоке, самой экономичной, самой надежной. Главное, чтобы было к чему стремиться. Ведь счастье – это когда получается, а не когда получилось. Помните, в начале фильма нам обещали пуск первой очереди в 11-й пятилетке. И тогда строители наверняка больше радости, чем этот пуск, и представить себе не могли. А потом были второй, третий энергоблоки, и энергия продолжала вырабатываться, и жизнь на станции ни на секунду не замирала. Не замрет и теперь, на отметке 25 лет. Потому что все получилось, все получается, и еще обязательно получится. Дайте мне передохнуть немножко. Я с такой летела высоты, а потом добавила, сверкая, словно колокольчик прозвенел. Не смотрите, что невеликая может быть великим мой удел. Вам необходимо только вспомнить, что для вас важнее всего на свете. Я могу желание исполнить, и я все время занимаюсь этим. Знаю я, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым, и хочу, чтоб не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети, и любили дождь, цветы и лес, чтоб траву, как старь, косой косили, каждый день летали до луны, чтобы женщин на руках носили, не было болезней и войны, чтобы дружба не была обузой, чтобы верность тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом, мудростью бы на сердце легла, чтобы у костра, пропавший дымом, эту песню тихо напевать. А еще хочу я быть любимым, и хочу, чтоб не болела мать. Говорил я долго, но напрасно, долго, очень долго говорил. Не дождавшись, вдруг звезда погасла, было у нее немного сил. Ну, переврали мы с тобой оба.